Сулейменова Жанар Жумашевна, преподаватель цикловой методической комиссии общегуманитарные дисциплины. Тема урока: устное народное творчество. Грамматическая тема: полные и неполные предложения. Цели: оценивать значимость народного фольклора, определять историческую значимость устного народного творчества. В результате изучения грамматической темы обучающиеся будут знать, что такое полное и неполное предложение, разновидности неполных предложений, когда в неполных предложениях ставится тире, будут уметь находить неполные предложения в тексте, правильно оформлять их на письме, определять стилистическую роль неполных предложений. Русский писатель Максим Горький отмечал: подлинную историю народа нельзя знать, не зная устного народного творчества. От глубокой древности фольклор неотступно и своеобразно сопутствует истории. Устное народное творчество – это народная мудрость. Устное образовано из сочетания из уст в уста, народное – значит автор, народ, творчество, то есть творить, создавать. Устное народное творчество. Творчество произносимое, неписьменное. Творчество, относящееся к народу, принадлежащее народу. Творчески создавать. Значение слова «фольклор» – совокупность обычаев, обрядов, песен и других явлений народного быта. Фольклор – это есть народное творчество. Этимология слова «фольклор» произошло от английских слов «фольк», что означает «народ», и «лоры» – мудрость, знание. В VI-VIII веках среди тюркоязычных племен Казахстана существовала устно-поэтическая традиция, которая восходила к еще более ранней эпохе. На основе древних исторических сказаний развивалось в VI-VIII веках устное творчество, которое отражало чаяние народа, его стремление к свободе, ненависть к чужеземным завоевателям. Форму народного творчества представляют бытовые песни, связанные со свадебными и похоронными обрядами, народный календарь, а также исторические предания, легенды, сказки, пословицы, поговорки, загадки. Вместе с тем, в устном народном творчестве этого периода уже зарождались древние поэмы и традиции эпической поэзии. О развитии народного творчества того времени свидетельствуют многочисленные пословицы и поговорки, в которых отражены народная мудрость, культура и жизненный опыт народа. В лаконичных изречениях даны назидания и советы, высмеиваются людские пороки. Период XV – начало XIX веков занимает особое место в истории культуры казахского народа. Именно в это время сложились своеобразное устное народное творчество, оригинальное музыкальное искусство. Развитие духовной культуры казахов было частью общего исторического процесса. С XIX века началось постепенное разрушение традиционных духовных ценностей казахского общества, традиционной казахской культуры. Народное творчество, зародившееся в глубокой древности, это есть историческая основа всей мировой художественной культуры. Это источник национальных художественных традиций, выразитель народного самосознания. Благодаря длительному пути исторического развития в фольклоре нашли отображение самые разные стороны жизни народа. Фольклор отличается жанровым богатством и разнообразием. Фольклор – это энциклопедия народной жизни. Почему? Потому что в произведениях устного народного творчества отразилась вера народа в лучшее, в силу добра и справедливости. Единственным автором произведений фольклора является народ. В устном народном творчестве мудрость народная.
И очень многие сюжеты и мотивы фольклора легли в основу литературных произведений известных русских писателей и поэтов. И в заключение, через устное народное творчество мы не только владеваем родным языком, но и осваиваем его красоту, лаконичность, приобщаемся к культуре своего народа, получаем первые представления о ней. По наличию или отсутствию главных или второстепенных членов предложения, предложения делятся на полные и неполные. Полное предложение – это предложение, в котором имеются все члены предложения, необходимые для полноты строения и значения. Неполное предложение – это предложение, в котором пропущен член или члены предложения, которые необходимы для полноты строения предложения. Пропущенные члены, главные и второстепенные, легко восстанавливаются благодаря предыдущим предложениям или обстановке при разговоре. Например, «Мы завтра поедем в деревню?» Предложение полное. «Нет, послезавтра». Это предложение неполное, потому что отсутствуют и главные, и второстепенные члены. «Нет, в деревню мы поедем послезавтра». Неполными предложениями могут быть как двусоставные, так и односоставные. Например, Ирина пошла на работу. Катя в школу. Во втором предложении не названо сказуемое, ясное из предыдущего предложения. Второе предложение является неполным, двусоставным. Пример. Катя пошла в школу. В понедельник иду в театр. В среду на концерт. Во втором предложении не названо подлежащее. Это неполное односоставное, определенно личное предложение. Неполные предложения часто употребляются в диалоге. Например, «Я завтра уезжаю». Полное предложение. Куда? Неполное. В Санкт-Петербург. Неполное. Зачем? Неполное. На экскурсию. Неполное. Вот диалог, который состоит из 5 реплик, и только первое предложение полное. Неполные предложения встречаются во второй части сложных предложений. Например, кошка-проказница шмык в беседку, собака за ней. Пропуск членов предложения может в произношении быть выражен паузой, а на письме обозначен тире. В комнате было казенно, неуютно. Посередине школьная парта. У стены черная доска. В первом случае вот посередине школьная парта. Здесь есть пауза, то есть ставится знак тире. У стены черная доска. Здесь нет паузы, то есть здесь не требуется постановка знака тире. Домашнее задание. Прочитать материал «Устное народное творчество» на страницах 115-116 и подготовиться к пересказу. Составить вопросный план. И третье задание. Из данного текста выписать примеры полных и неполных предложений.